Дорогие подписчики, всем добрый день, меня зовут Айсен, я экскурсовод. И, собственно, в связи с последними событиями, которые сейчас принимаются по городу и, в частности, и по большей части по всей стране, мы решили, собственно, преподнести для вас вот такой вот подарок. Видеоэкскурсию по нашей первой экспозиции, которая называется «Рюриковичи». Мультимедийный парк «Россия. Моя история» представлена из следующих, собственно, контентов, которые вы видите. Это у нас и интерактивные столы, это у нас и стенды, которые позади меня, и слева от меня, и следующие вот тачскрины. Итак, вот, в данном случае на этом интерактивном столе у нас, получается, указан древний город Аркаим эпохи бронзы, который по возрасту сопоставим, а возможно даже старше, получается, самих египетских пирамид, в том числе и пирамиды Хеопса. Помимо всего прочего, у нас есть также контент, посвященный истории нашего родного региона, то есть Якутии. Если вы не знали, то Якутия, хоть и суровый край, но тем не менее был заселен людьми с глубочайшей древностью. Самый древнейший памятник на территории Якутии, он насчитывает возраст 3 миллиона 200 тысяч-1 миллион 800 тысяч лет. И называется он Дерюнгрях. Открыт был случайно геологами в 1982 году, а последующий был изучен Юрием Алексеевичем Мочановым и Валерием Георгиевичем Аргуновым. Это, собственно, у нас ведущие археологи были и остаются по сей день. Касательно истории России, в данном случае истории Древней Руси. Обратите внимание вот на этот стенд. Тут у нас представлена карта с обозначением основных восточнославянских племен, и в том числе финно-угорских, которые в будущем и составили монолит под названием Древнерусское государство, либо Киевская Русь. Помимо, собственно, восточных славян, как я уже упомянул, на территории будущего древнерусского государства жили также и финно-угорские племена, среди которых Чуть, Весь и Меря. О чем это говорит? О том, что уже тогда, 1000 лет тому назад, наше государство отчасти уже было многонациональным. И даже не обращая внимания на тот факт, что обозначение восточные славяне довольно условное тоже, каждое племя, по сути, представляло себя отдельный народ со своими обычаями, культурными традициями, обрядами и так далее. Соседями, получается, восточных славян и финно-угорских племен были варяги на севере, то бишь викинги, и на юге хазары. Если обратить внимание вон на тот стенд, то там, получается, обозначены приблизительные территории границы хазарского каганата, могущественного государства, которое давлело над восточными славянами на протяжении нескольких веков. История хазарского каганата очень сложная и очень интересная. Но если вкратце, то это государство, по сути, было тогда сверхдержавой в Восточной Европе и контролировало фактически всю ее территорию. А влияние ее распространялось, начиная от Черного моря и заканчивая даже Китаем. Поскольку хазарский каганат, а в частности ее торговцы рахданиты, торговали, получается, и с Китаем, и с Европой. И, собственно, благодаря этому хазарский каганат и стал таким могущественным государством, поскольку он стоял на перекрестке двух самых важнейших торговых путей того времени. Это у нас торговый путь из Великой Перми в Багдад и из Китая в Прованс, то есть в Европу. Продолжим экскурсию. Идем далее, в следующий зал. Тут у нас зал, уже посвященный первым правителям древнерусского государства. И, конечно же, первым правителем был у нас небезызвестный Рюрик. Полулегендарная личность. Почему? Потому что, собственно, о нем особо ничего не известно, кроме того, что он был Рюриком, и кроме того, что он был варягом. Но тут не стоит обольщаться или заблуждаться, что варяг — это у нас не этническая принадлежность, а скорее род деятельности или образ жизни. Или, оперируя, получается, современными словами, то это профессия. Среди варягов у нас были и поморские славяне, и прибалты, и финны, самы, суоми, а также и шведы, и датчане, и норвеги, и так далее, и тому подобное. Собственно, само слово «викинг» обозначало человека безземельного, поскольку викингами действительно становились люди, у которых не было, собственно, своих земель, угодий, и которые были, собственно, ввиду своей бедности снаряжать корабли,
и отправляться в дальнее плавание, чтобы урвать себе какой-нибудь кусок от той же самой Англии, то есть англосаксонских государств и так далее. Рюрик же прибыл не один, а со своими братьями Синиусом и Трувором. Вначале Рюрик княжил в Ладоге, а потом уже переместился в всем известный Великий Новгород. Тут у нас интерактивный стол, посвященный торговому пути из Варяг в Греки. А в частности, тут у нас представлена маленькая такая викторина. Я ее включу, покажу вам, что да как. Почему, собственно, такому торговому пути посвятили собственно, такой большой интерактивный стол? Ответ простой. Потому что благодаря этому торговому пути из Варяг в Греки, который шел из Балтийского моря в Черное море, вплоть до Константинополя, и появилось, собственно, древнерусское государство. Во времена Рюрика размеры государства были сравнительно маленькие, но как раз-таки дело расширения государства и захвата полностью под свой контроль этого торгового пути из Варяг в Греки завершил как раз-таки преемник Рюрика Олег Вещий, князь Олег. Князь Олег у нас известен своими военными походами, в том числе и в Царьград. Собственно, здесь на стенде у нас и указан один из таких важнейших моментов, обозначенных еще в повести временных лет, написанных Нестором в веке XII. Тут у нас получается, согласно легенде, Олег после победы над Царьградом, то есть Константинополем или Стамбулом сейчас, водрузил в знак своей победы свой щит над вратами этого города, Царьграда. И в итоге, собственно, обозначил свое превосходство над византийцами и полную победу, которую он тогда одержал. Помимо всего прочего, Олег Вещий известен еще по одной очень интересной легенде, по которой, собственно, волхвы ему предвидели скорую кончину от своего любимого коня. И когда, собственно, он это услышал, князь Олег сделал следующее. Он коня поменял, естественно, умирать он не хотел раньше времени, и взял другого. Отправился на войну. Спустя несколько лет Олег возвращается на родину и спрашивает у своих людей, где же его любимый конь. Ему же отвечали, что конь его давно почил, умер и, собственно, захоронен там-то, там-то. Ну как захоронен? Просто его останки лежали, получается, на каком-то холме. Туда Олег и отправился. И, увидев, собственно, останки своего любимого коня, сказал следующие слова, согласно Нестору. «Не убил ты меня». И после этих сказанных слов наступает на череп своего коня. А из-под черепа выползает ядовитая змея, которая, собственно, потом его и жалит. В итоге, таким образом, великий князь Олег и скончался. Ну, как гласит легенда. Собственно, вот так. К этим тачпадам вы можете подходить. Наверное, многие из вас уже здесь бывали и знакомы с системой парка. Читайте, получается, информацию, которая вам предоставляется. Вот, собственно, и отрывок об этой легенде и так далее. Пройдемте далее. После князя Олега правил у нас князь Игорь. Игоря у нас прозвали Старым, вот он. И, собственно, особо ничем примечательным он и не запомнился для своих современников и для историков в последующее время. Известен он стал по большей части из-за своей гибели в 945 году, которая отмечается как раз-таки и в повести временных лет у Нестора. Согласно летописи, в 945 году, когда князь Игорь, прозванный Старым, обходил свои земли, проводил полюдие. Полюдие – это объезжание своих территорий и взимание дани у подконтрольных ему племен. И вот во время одного из таких рейдов он отправился в Древлянскую землю. Это на запад от Киева и современной Киевщины. Отправившись на запад к древлянам, он взял дань. Потом начал возвращаться обратно в Киев. Но его дружинники сказали следующее. Нужно еще, мол, собрать дани у древлян, потому что размер дани им не понравился. И, поддавшись на уговоры своих дружинников, Игорь отправляется снова в древлянскую землю, но уже с меньшей дружиной. Большую часть с первой данью собранной он отправляет в Киев. И, приходя, получается, на территорию древлянской земли в Искоростень, древляне его попросту и убили в 945 году. В конце концов, власть переходит в руки его жены, княгини Ольги. Княгиня Ольга
Первая правительница женщина древнерусского государства. Первый правитель, который принял христианство. И помимо всего прочего, как гласит легенда, была очень красивая женщина, в чем убедился сам византийский император последующий. Ну так вот. Княгиня Ольга жестоким образом покарала обидчиков, то есть древлян. Первых послов она приказала закопать заживо вместе с огромным кораблем в центре Киева. Вторых послов она приказала сжечь в бане. А потом поехала уже в саму древлянскую землю, на Тризну. Тризна — это у нас поминки. И вот, получается, отправившись в древлянскую землю, там начали проводить Тризну, а когда проводили Тризну, обычно имело место быть следующее. Много ели и много пили. В итоге древляне опьянели и начали, собственно, ругать усопшего князя Игоря. Конечно же, Ольге это не понравилось, и она приказывает своим дружинникам умертвить 5000 древлян. После этого она возвращается в Киев, собирает огромную армию и уже осаждает сам Искоростень, столицу древлян. Но Искоростень был большим городом, а ко времени, получается, описываемых событий Нестором уже наступила осень. И в войске Ольги уже наступает нехватка продовольствия. В конце концов, Ольга прибегает к хитрости. Она говорит древлянам следующие слова: «Отдайте мне с каждого двора по 3 голубя и по 3 воробья, и тогда я вас пощажу и уйду своим войском». Древляне, конечно же, обрадовались такой перспективе откупиться и соглашаются на ее условия. Потом Ольга приказывает якобы привязать каждой птице по материалу, который долго не горел, но тлел. Вот сейчас не вспомню, какой это был материал, извините. Так вот. После этого она приказывает своим дружинникам отпустить этих птиц на волю. И, конечно же, все эти птицы ринулись обратно в свои гнезда. А гнезда их находились на крышах домов тех же самых древлян. В итоге весь город сгорел и пал. В конце концов, так и произошло. Согласно легенде, конечно же, которая описывается в повести временных лет. На самом же деле, вот эта мифологическая основа имеет место быть в скандинавских сагах и описывалась там. А учитывая контакты, которые были у Руси, собственно, со Скандинавией, с теми же варягами, викингами, то тут ничего странного. То есть и на Руси славяне знали много мифов и легенд, и, собственно, многие правители древнерусского государства изначально, конечно же, имели имена скандинавского происхождения. Та же самая Ольга, ее имя восходит к скандинавскому Хельга. И тут очень все понятно. Тут у нас зал, посвященный уже теме религии. Как вы знаете, до 988 года Киевское княжество или древнерусское государство было языческим. Что это значит? У них был большой пантеон богов, они поклонялись явлениям природы, одухотворяли все подряд и так далее и тому подобное. То есть анимизм, фетишизм, магия и прочие дела. Вот, собственно, стенд, посвященный язычеству. Конечно же, смотря на этот стенд, появляются такие нехорошие ассоциации. Но на самом деле не все было так мрачно и не все было так ужасно, на первый взгляд. Конечно же, имели место быть и кровавые обряды, которые также и описывались в повести временных лет. В частности, когда Владимир Святославич попытался ввести культ единого бога Перуна, бога грома и молнии, то действительно Перуну приносили человеческие жертвоприношения. Но в конце концов от этой идеи и отказались, поскольку культ не прижился среди славянского населения. Да и, собственно, никто бы не стал почитать такого кровавого бога. И в конце концов, что сделал князь Владимир? Как мы знаем, в 988 году, после взятия Херсонеса, руины которого находятся сейчас чуть севернее Севастополя, он принял решение крестить своих дружинников, а впоследствии и Русь. И, собственно, эта дата, 988 год, считается временем крещения Руси. Но тут нужно понимать, что крещение целого огромного государства – это дело очень непростое и не одномоментное. Конечно же, многие люди сопротивлялись, и были и такие случаи, когда князь насильно крестил людей. И в итоге из-за всего этого появляется у нас такое понятие двоеверия, в науке известное как религиозный синкретизм. И вот что значит двоеверие? Собственно, то и значит. Когда появилось христианство, элементы христианства, христианской религии,
и славянского язычества, они смешались и образовали нечто монолитное и однообразное. В итоге до сих пор мы празднуем такие праздники, как Масленица, Ивана Купала, тот же самый Новый год. Многие этнографы соотносят, получается, с таким праздником, которым назывался праздник Коляды, по имени одноименного бога Коляда. Этот праздник проходил в канун Нового года, примерно 25 числа, как и Рождество. И делали тогда следующее. Накрывали огромный стол еды, всевозможных напитков и так далее. И все это жрали. От слова «жрать» у нас происходит слово «жрец». Ну, как считается. Но тут еще нужно подискутировать. Ну так вот, продолжим экскурсию. Ну и с появлением, конечно же, христианства у нас появляется и образование. То есть начинают строить храмы. А храмы в те далекие времена были не те, что сейчас. Они играли совсем иную роль. Это были, получается, общественные здания. Это место, где люди просвещались, где люди получали образование, теологическое, конечно же, но тем не менее. Первые же воскресные школы начали появляться как раз-таки после постройки храмов. И там, получается, образование могли получить дети всех сословий, что было беспрецедентным случаем для того времени как раз-таки. Тут у нас зал, посвященный Ярославу Мудрому. Ярослав Мудрый, сын Владимира Святославича, крестителя, Красного Солнышка. Пришел к власти путем, ну, не очень хорошим путем. Воевал долгое время, конечно же, как и бывало в его бороться за власть. Тут случилось то же самое. В итоге Ярослав схлестнулся в яростной схватке со своим сводным братом Святополком Окаянным, который указан вон на том стенде. Окаянный — это его прозвище, и, как вы, наверное, уже догадались, означает, ну, плохой, зловредный, злой, грешный и так далее и тому подобное. Также тут у нас стенд, посвященный великомученикам Борису и Глебу, также братьям Ярослава и Святополка. И так вот, Святополк окаянным был прозван за убийство как раз-таки своих братьев, Бориса и Глеба. Вначале он, решил убить, собственно, своего брата Бориса. Причина была очень простая. В это время Борис находился во главе огромного войска. А как вы сами понимаете, у кого армия, у того действительно реальная власть. И Борис в это время воевал на южных границах древнерусского государства против половцев. Такая ремарка. Половцы – это тюркоязычное племенное объединение. Их самоназвание Кимаки, Кипчаки и так далее и тому подобное. И получается, вся вот эта территория, начиная от Карпат и заканчивая Алтайскими горами, вся эта обширная территория степь, современная территория уже Российской Федерации, раньше в тот период времени называлась не иначе, как Кипчакская степь или Дэшты Кипчак по-арабски. И половцами их прозвали из-за цвета их волос. Волосы их были, получается, русые, блондинистые, а половая — это у нас, получается, старое слово русское, обозначающее сено. Пора заканчивать. Давайте. Попрощаться. Ага. Мне тут подсказывают, что пора заканчивать нужно. Так что всего хорошего, не болейте и не кашляйте. Пока.